Камыстинская районная библиотека представляет видеоролик «Интересные факты о коррупции». Откуда взялись выражения «зарубить на носу» и «остаться с носом»? Раньше носом, помимо части лица, называли бирку, которую носили при себе и на которой ставили зарубки для учета работы, долгов и тому подобное. Благодаря этому возникло выражение «зарубить на носу». В другом значении носом называлась взятка, подношение. Выражение «остаться с носом» значило уйти с неприятным подношением, не договорившись. Ведущие религии из всех видов коррупции осуждают в первую очередь подкуп судей. «Даров не принимай, ибо дары слепым делают зрячих и превращают дело правых. Не присваивайте незаконно имущество друг друга и не подкупайте судей, чтобы намеренно присвоить часть собственности других людей». Мексиканцы платят коррупционерам около 5 миллиардов долларов в год, что составляет почти 9% внутриваловый продукт. Примерно столько денег мексиканцы зарабатывают в год на туризме. В Швеции в средние века судье, увлеченному во взятке, отрубали кисть руки. Любопытно, что с работы его при этом не выгоняли. В Южной Корее дорожный патруль должен сообщать начальству о полученных за день взятках. В Малайзии существует Малайзийская антикоррупционная академия МАСА, первый подобного рода институт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который является ветвью Малайзийского антикоррупционного агентства и действует с декабря 2005 года. МАСА является региональным центром по повышению антикоррупционного потенциала по борьбе с коррупцией посредством продвижения наилучших практик в расследовании, мониторинге и правоприменении. Успехи Малайзии в деле борьбы с коррупцией во многом связаны с тем, что действующее антикоррупционное агентство, а также его подразделение Антикоррупционная академия, основные усилия сосредоточили на превентивных мерах. Антикоррупционная академия имеет собственный преподавательский состав и штат сотрудников по обеспечению деятельности для проведения обучающих программ, а также 4 департамента: академический, исследовательский, по развитию и Центр международного обучения. Вороватость светлейшего князя Меньшикова вошла в легенду. Он не раз был под следствием и не раз был увлечен в казнократстве. Только в 1714 году принужден был Петром вернуть в казну ни много ни мало 144 тысячи рублей. Воровал и брал взятки не только Меньшиков. Петр даже пытал своих коррумпированных чиновников и публично бил их кнутом, невзирая на чины и звания. Пытали, например, сенатора князя Волконского. Своеобразный рекорд в области коррупции установил Узбекистан. В 2011 году он стал первой постсоветской республикой, возглавившей мировой коррупционный рейтинг вымогательств издания The Daily Best. В этой области узбеки потеснили даже многократных чемпионов сомалийцев. Особенно аморальным способом взяток у населения прославились врачи Зимбабве. В стране, где за роды нужно заплатить $50, примерно треть годового дохода среднего зимбабвийца, акушеры придумали еще и штрафовать рожениц на $5 за каждый крик во время схваток. В итоге мамашам вместе с новорожденными приходилось бежать из роддома через окно, чтобы не платить неподъемные штрафы. По данным Всемирного банка, ежегодный объем взяток по всему миру составляет более $1 триллиона США. Как установил тот же Всемирный банк, страны, которые борются с коррупцией и улучшают соблюдение законов, могут увеличить свой ежегодный национальный доход.